Прямой эфир, телеканал Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите сегодня. Полпред в Якутске. В столице сегодня работал Юрий Трутнев. Какие он посетил объекты и обсудил вопросы. Взятки, коррупция, экологические нарушения. Ленский район отличился громкими делами. Осторожно, гололед. В Нерюнгри на одном из самых оживленных перекрестков города образовалась наледь. Пластик, бумага, батарейки. В школах Якутска появятся урны для раздельного сбора мусора. Первый участник акции – классическая гимназия. «Под одним дождем» спектакль под таким названием представят в Алданском театре юного зрителя, идут репетиции. «Знай наших» сборная команда юношей Нернинского района представит Дальний Восток на Всероссийском чемпионате школьной баскетбольной лиги. В Якутск с рабочим визитом прибыл полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. С руководством республики он посетил ряд ключевых объектов в столице и обсудил несколько важных вопросов, в том числе строительство кардиологического центра. Подробнее наш корреспондент Юлия Великодная. Строительство кардиологического центра начнется в 2019 году. Место, где он будет расположен, видно из окна нынешней поликлиники. Сейчас там стоят деревянные дома. На самом деле давно уже аварийные, вот мы сейчас их как раз и расселим. И вот на этой площадке у нас объект будет построен. Объект у нас 8-этажный. Кардиологический центр увеличится с 300 квадратных метров до 15 тысяч. Новый масштаб медицинского обслуживания требует увеличения врачебного персонала. По словам вице-премьера, необходимо сделать так, чтобы построенные стены были заполнены высококлассными специалистами. Главное в этом учреждении не стены, главное специалисты. Надо, чтобы они людей хорошо лечили. Поэтому вот сейчас здание маленькое. Когда будет большой специалист, потребуется больше, надо их вовремя подготовить на том уровне, чтобы, самое главное, здоровье улучшилось в республике. Да? В IT-парке Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с резидентами, которыми сегодня являются десятки компаний. Разработчики представили робота-ведроида, спутниковый ошейник для сельхозживотных и роботизированный протез. Это тестовая модель. Основные детали изготовили на 3D-принтере. Такой протез полезен именно для тех, кто приобретенный инвалидность. Проекты по газопереработке обсудили на совещании в правительстве. Такое производство нужно Якутии, чтобы снизить стоимость топлива. Также это создаст новые рабочие места. По словам Юрия Трутнева, с помощью налогов, полученных от газопереработки, появится возможность решить вопросы с ветхим жильем и дорогами. Особо хотел бы отметить также вот те совещания по газопереработке. На самом деле, конечно же, проекты, которые сегодня они представлены, они касаются СПГ и вот моторного топлива. Мы все знаем, что цена топлива у нас крайне высокая, и появление такого производства, по расчетам, вот, которые сегодня предварительно есть, способно где-то на 8-10 рублей снизить цену литра бензина здесь у нас в городе Якутске, что очень существенно. Юрий Трутнев поддержал план подготовки и проведения празднования столетия образования Якутской ССР, а именно размеры финансирования из республиканского 80 миллионов рублей и федерального бюджета 250 миллионов рублей. Напомню, знаменательная дата – через 3 года. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск. Материнский капитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке. Минтруд России намерен расширить список видов земельных участков, на которых за счет мат-капитала можно построить или реконструировать дом. Ранее Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к мат-капиталу. Как поясняют в Минтруде, сейчас можно построить дом с участием мат-капитала только на земле для индивидуального жилищного строительства. Если у семьи есть право собственности на нее, право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды или право безвозмездного пользования. Новый документ позволит тратить мат-капитал на возведение дома на даче на садовом участке. Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение. 16 тысяч предложений поступило на сайт программы развития Дальнего Востока. Самыми активными оказались жители Якутии, Амурской области и Забайкальского края. Больше всего предложений поступило по развитию образования.
также по здравоохранению, транспорту и жилищному строительству. Напомним, задачу по разработке программы развития Дальнего Востока поставил президент страны. Цель – выход на темпы роста валового регионального продукта Дальнего Востока до 6% в год, повышение качества жизни людей и прекращение оттока населения. Якутия представит инвестпроекты на форуме «Арктика. Территория диалога», который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Солодов. На форуме планируют презентовать инвестпроекты, возможности арктического туризма. Кроме этого, будут и работающие проекты, например, по установке ветродизельных установок в Якутской Арктике. Владимир Солодов добавил, что власти региона представят проект, который в этом году переходит в активную стадию реализации. Это строительство Жатайской судоверфи. Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается День водных ресурсов или Всемирный день воды. Не остается в стороне и Якутск. Сегодня по традиции на озере Сайсары провели аэрацию. Что это за процедура, в чем ее польза? Сюжет Анастасии Даниловой. Главная цель аэрации – это выпустить скопившийся за зиму сероводород и наполнить глубинный слой воды кислородом, чтобы обитатели озера, это прежде всего рыбы, могли свободно дышать. Акция проходит в рамках 5-го республиканского большого географического фестиваля. Аэрация озера Сайсары уже по традиции несет соревновательный характер. В качестве бурильщиков в этом году школьники из Мегино-Алданского и Кобяйского районов и студенты ЕГСХ. Мы разделяемся на команды по 5 человек и дается задание пробурить 8 лунок за максимально короткое время. И также после этого будет личное первенство, то есть один человек должен пробурить определенное количество лунок. Безоблачно, солнечно, ветра нет такого. Если был ветер, то было бы страшно. Перед состязаниями сотрудники МЧС провели для участников мастер-класс по бурению, просверлив показательную лунку. Также они провели инструктаж по безопасности. Во-первых, тоже такие много случаев, то что бур остается во льду, там надо чистить его, да. И также, когда вы пробуритесь, может хлынуть оттуда поток воды, тоже это надо учитывать. Ну, давление давит, это предусмотрим в этом случае надо быть. Казалось бы, дело совсем не девичье. Однако школьницы наравне со своими одноклассниками показали свои силы в бурении. Все участники пришли к общему мнению, что главное здесь не скорость, а техника. Мое первое впечатление, сперва я думала, что будет легко. До нас участвовали, студенты, да. А когда я попробовала, да, было сложно. Мне казалось, что нужно побыстрее крутить, но это не так было. Нужна особая техника, нужно держать прямо и медленно, чтобы и давить сильнее. Если не вытаскивать бурь часто, то там застревает лед в лунке, поэтому сложно бурить. Победителям торжественно вручили учебные материалы по природоведению и походные снаряжения. Анастасия Данилова, Григорий Охлопков, Якутск. В школах Якутска появятся урны для раздельного сбора мусора. Это первая акция в столице «Эко-марафон». Сегодня он стартовал в классической гимназии. Эта школа стала первым участником акции. Сюжет Саргаланы Захаровой. Пластик, бумага, батарейки. Каждому виду отходов свое место. Воспитывать ответственное обращение с мусором в Якутске решили со школьной скамьи. Презентовали первую урну в торжественной обстановке, чтобы внимание было больше к проблеме экологии. А дети оценили всю важность сортировки. А мы еще там сдаем бумагу. И получается, мы спасаем хотя бы одно дерево. Чтобы, когда мы уже станем взрослыми, другим поколениям не пришлось расчищать там лес от горы мусора. С каждым днем деревьев становится все меньше и меньше. И люди сами делают себе хуже. И надо очень внимательно сортировать мусор, чтобы такого не было. Бумага – основной вид отходов, который накапливается в школе. Не меньший объем за пластиком. То, что можно его не просто бездумно выкидывать, а давать вторую жизнь, да еще и обратить в свою пользу, в гимназии поняли давно. Уже не первый год школа сотрудничает с компаниями по утилизации и переработке мусора. Регулярно мы использованную бумагу сдаем на переработку и получаем для школы туалетную бумагу. Поэтому мы этим занимаемся уже
тоже не первый год. Есть опыт, есть компаньоны. Отходы с новой урны также поедут не на полигон, а на переработку. Наши партнеры, они перерабатывают мусор, они будут приезжать по времени, как они будут наполняться, по наполнению будут приходить и забирать, и перерабатывать. Кто в свой офис, кто в свой завод, вон там они будут перерабатывать. На этом общественники и предприниматели, которые инициировали акцию, останавливаться не собираются. В планах охватить как можно больше школ столицы. Ведь сегодняшние ученики – это будущее республики. Саргалана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Якутске организовали 4-ю по счету акцию под названием «Путь к дому». Это сделано специально для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не имеют постоянного места жительства и работы. Цель – оказать этим людям бесплатную адресную помощь для того, чтобы вернуть их к нормальной жизни. Помогли сегодня врачи, Центр занятости, миграционная служба, МВД, представители якутского землячества и многие другие. Рассказывает Александр Зубехин. Анонимно или открыто всего 56 человек, которые решились изменить жизнь и обратились за помощью, прошли медицинское обследование. Из них выявлено 3 на ВИЧ-инфекцию, 8 на гепатит С, 4 на гепатит Б и 4 на сифилис. Всем им будет оказано дополнительное обследование и в случае необходимости назначено лечение. Не только проверили здоровье, но и накормили горячей пищей. Специалисты из разных ведомств помогли с документами, жильем и трудоустройством. Юлия убежала из дома, поругавшись с бабушкой. Тогда она, как и многие, кто пришел сегодня на акцию, оказалась на улице, но смогла найти силы и вернуться в нормальную жизнь. Была в такой ситуации, я жила в техэтаже и кое-как оттуда выбралась, устроилась на работу и сейчас помогаю таким же. Забрала своего знакомого в гостиницу, чтобы он помылся, в ДВП его устроили, все, пенсию ему помогли оформить. И он сейчас живет нормально. Из 45 человек 15 выразили желание трудоустроиться. Часть обратились для восстановления документов, 5 направлены в Центр социальной адаптации Терех. Акции не только помогают людям, кто оказался в беде, но и дают возможность собрать важную статистическую информацию. Итоги 4-й социально-благотворительной акции нам нужны для разработки законопроекта, который поможет решить вопросы профилактики бродяжничества, попрошайничества, вопросы реабилитации осужденных и при разработке карты реабилитации. На системной основе решить многие вопросы, которые касаются судеб граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, анализ анкетирования во время предыдущих акций показал, что более 60% лиц, кто обратился за помощью, это люди, отбывшие наказание в местах лишения свободы. Поэтому это мероприятие – это еще и способ борьбы с правонарушениями. Александр Зубехин, Семен Семенов, Джулус Иннокентьев, Якутск. Сейчас короткая пауза, оставайтесь с нами и после 1 минуты вернемся, продолжим выпуск. Взятки, коррупция, экологические нарушения. Ленский район отличился громкими делами. Осторожно, гололед в Нейрингри на одном из самых оживленных перекрестков города. Образовалась наледь, призыв быть осторожными. Под одним дождем спектакль под этим названием представят в Алданском театре юного зрителя. Идут генеральные репетиции. «Знай наших» сборная команда юношей Мирнинского района представит Дальний Восток на Всероссийском чемпионате школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Якутия на особом контроле МЧС России. Об этом сообщили сотрудники ведомства на пресс-конференции в Москве, посвященной подготовке к паводку. В Головном управлении МЧС и в региональных отделениях полным ходом идет подготовка к возможной ликвидации последствий паводка. На эти цели уже зарезервировано из федерального бюджета 90 миллиардов рублей, а в апреле состоятся всероссийские масштабные учения. Сейчас идет подготовка к организации мероприятий по пропуску паводковых вод. Это дноуглубительные работы, чернение, распил и взрывы льда. Создан запас взрывных веществ, это около 250 тонн. Сформировано 160 подрывных команд, имеющих соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
На контроле Национального центра управления в кризисных ситуациях находится более 500 затороопасных участков. В основном применяется космический мониторинг и система мониторинга Росгидромета по гидропостам. Ледовые переправы Якутии начнут закрывать в середине апреля. Начнутся поэтапное понижение грузоподъемности и их дальнейшее закрытие. Точные сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Добавим, что на сегодня на территории республики функционирует 51 ледовая переправа, из них 7 федерального значения, 4 республиканского и 40 муниципального значений. В Нерингре на одном из самых оживленных перекрестков города образовалась наледь. Это создало угрозу возникновения ДТП на дорогах и опасную ситуацию для передвижения пешеходов. Передает наш корреспондент Александра Цыбикова. В связи с замерзанием системы водоотведения магазина «Парадис» в конце февраля произошла утечка воды и образовалась наледь на оживленном перекрестке улиц Кравченко, Строителей и Дружбы народов. После устранения причин аварии производилась зачистка перекрестка и последующая его посыпка. В данный момент ситуация устранена. В этом году весна в Нерингре радует своим солнышком, а это значит, в течение дня снег подтаивает, трамбуется, образуя тонкий настил, который вследствие замерзает и превращается в каток. Во время гололеда пешехода подстерегает опасность подскользнуться и упасть, и подобные случаи травматизма в Нерингре не редкость. В приемный покой было всего 30 обращений, связанные с травмами, которые люди получили на улице, то есть уличные травмы. Из них 27 взрослые и 3 ребенка. Что касается детской поликлиники, то у нас было всего 197 обращений, из них 53 по поводу уличной травмы. Что касается взрослой поликлиники, по уличной травме было 151 обращение. Ну а гражданам хочется напомнить, если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь и будьте бдительны за рулем. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерингре. Правительство России по итогам совещания решило сохранить действие соглашения, регулирующего цены на топливо в опте и рознице, заключенного с нефтяниками до 31 марта еще на 3 месяца. На смену соглашению должен прийти новый механизм, гарантирующий снабжение внутреннего рынка бензином и дизелем в виде лицензирования экспорта. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это нужно для того, чтобы цены в рознице до конца года могли меняться только в пределах инфляции, то есть не более чем на 0,4% в месяц. Ленский район республики в 2018 году отличился громкими делами экономической, коррупционной и экологической направленности. Это хищение бюджетных денег, взятка и хранение предприятием бытовых отходов в неположенном месте. По порядку и подробнее наш корреспондент Анна Кожевникова. Использование служебных полномочий в личных корыстных целях и хищение бюджетных средств. За это осудили экс-главу Ярославского наслега. Он заключил фиктивные контракты на обслуживание по жилищно-коммунальному хозяйству со своим знакомым и деньги за неосуществленные работы положил в свой карман. Сотрудниками отделения проводились мероприятия по опросу граждан, жильцов поселка Ярославских. Было опрошено более 40 человек. Потом были проведены мероприятия по осмотру фактически выполненных работ и сравнению их со сметными работами. То есть был такой анализ проведен. Весь собранный материал по проверке был передан в Следственный комитет. В рамках совместной работы и проведения оперативно-следственных мероприятий с Следственным комитетом Ленского района, а именно опросом свидетелей, вина его была доказана и дело уголовное было направлено в суд. Резонансный отклик получило дело о взятке. Пойман с поличным, иначе не скажешь. Врач Ленской центральной районной больницы был задержан при получении денежных средств за выдачу больничного листа. В августе 2018 года одна из жительниц Ленского района обратилась к врачу хирургического отделения Ленской ЦРБ с целью оформления фиктивного больничного листа для ее сожителя, для последующего представления работодателю. Врач согласился оказать содействие и потребовал за это взятку в размере 30 тысяч рублей. Взяткодатель изъявил желание оказать содействие правоохранительным органам, и в дальнейшем уже 14 декабря 2018 года, действуя в рамках оперативного эксперимента, он передал врачу часть требуемой взятки в размере 15 тысяч рублей.
Гадят у себя под носом. На чаиндинском месторождении решили не заниматься транспортировкой жидких бытовых отходов, как это требует законодательство, а сливали их в один из карьеров, нарушая тем самым санитарно-эпидемиологические требования и загрязняя окружающую среду. По данному факту нами были возбуждены административные дела в отношении организаций, которые этим занимались, при том, что при проверке прокурорской одна автомашина была, грубо говоря, поймана с поличным на месте данного слива фекалий, скажем так. В целом, все эти, если соединить все эти штрафы, которые были наложены в итоге на данных юридических лиц, это больше 100 тысяч рублей получилось. Все нарушения, которые, кроме того, что они были привлечены к административной ответственности, они это нарушение полностью устранили, притом путем переработки данной почвы все это было вывезено, мы проверили, как это все устроено, в настоящее время все это устранено. Эти дела прогремели на всю республику и оставили неприятный след в истории Ленского района, но стали хорошим уроком для правонарушителей и показательным примером для их последователей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Под одним дождем спектакль под таким названием представят в Алданском театре юного зрителя. Постановка рассказывает о жизни подростков. Первая любовь, первое разочарование, ожидание своего будущего. Генеральную репетицию посетили наши корреспонденты. Под одним зонтом, под одним плащом мы идем с тобой, мы идем вдвоем. Согласитесь, очень лирично и романтично. В такой обстановке сейчас хотел бы оказаться каждый подросток, да и, пожалуй, взрослый, когда первые настоящие чувства накрывают с головой, а мир становится безграничным. Премьеру спектакля «Под одним дождем» Алданского театра юного зрителя ждут в это воскресенье. Пьеса на стихи Елены Липатовой рассказывает о жизни подростков. Когда мы читали эту пьесу, она состоит в основном, то есть там очень мало прозаического текста, в основном стихотворный размер, и он очень сложный размер, неведомый потому что стихи писала девочка-подросток. То есть Елена Липатова писала эти стихи, будучи подростком. То есть поэтому эти стихи легли на душу наших детей, потому что они сами подростки, они все испытывают это то же самое. Спектакль, который практически полностью выстроен на рифме, играть непросто, особенно школьникам. Досужее мнение, что сегодня дети не умеют читать стихи, опровергают сами подростки. Да, стихи нужно читать с выражением, но вот только с каким? В школах часто, когда по литературе задают стихотворения, их читают без выражения, хотя учителя пытаются приучить детей читать как нужно. А ты думаешь, надо читать с выражением? Да, конечно. Нужно читать так, как их чувствуешь. Играть самих себя было просто, говорят молодые актеры, но жизнь в основном проза, а проживать ее, находясь в поэзии, это хороший опыт. Если вот смотреть более взрослым люди, то они могут вспоминать о своем прошлом, о молодости своей. Если смотреть детям, подросткам, то им, может быть, нужно о чем-то задуматься. Фраза есть очень замечательная в спектакле. Я перестану писать стихи, потому что зачем их писать, когда и так все хорошо. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сборная команда юношей Мирнинского района представит Дальний Восток на Всероссийском чемпионате школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». Какой путь проделали спортсмены, чтобы получить путевку на суперфинал 6-го этапа соревнований, в сюжете Марферины Алексеевой. КС «Баскет» – это самое масштабное событие школьного баскетбола в России. Ребята из Мирнинского района еще летом поставили цель попасть в эту лигу. Чтобы пройти на федеральный этап, надо стать золотым призером республиканских соревнований по школьному баскетболу. И в феврале этого года сборная команда юношей Мирнинского района стала финалистом, обыграв принципиального противника из города Якутска со счетом 51-27 в пользу города Мирного. Согласно регламенту чемпионата школьной баскетбольной лиги КС «Баскета», у нас есть все шансы выиграть региональные этапы и поехать на Дальний Восток. У нас была цель попасть на Дальний Восток, но не была цель выйти в суперфинал. В прошлом году команда из поселка Жатай заняли 3-е место на Дальневосточном федеральном округе, но дальше никто из команд не поднимался.
Юношам баскетбольного клуба «Витязь», это сборная команды школы номер 26, впервые доверили представить республику. Федеральный этап школьной баскетбольной лиги состоялся в середине марта в городе Владивосток. Ребята признаются, что были удивлены профессиональной подготовке команд. Соперники оказались намного выше ростом и уже не первый раз являлись участниками масштабных соревнований. Мы ждали своего соперника. А соперник это был чемпион прошлого года Дальнего Востока. Это Амурская область, город Благовещенск. Очень сильная команда. Они уже неоднократно ездили на суперфинал. Это была как финальная игра. И ребята все прекрасно понимали о том, что на кону поставлено все. Либо здесь и сейчас, либо домой мирный. Участники – 8 сильнейших команд Дальнего Востока. После 4 дней группового этапа упорной борьбы «Витязям» удалось выйти в финал федерального этапа соревнований КС «Баскет». Это несмотря на то, что ребята приступили к игре спустя 6 часов после долгого перелета. И тогда, как во всех командах, было по 12 игроков, а ребят с республики – 7. Мы были готовы, в принципе, что соперники будут и больше нас, выше, больше в массе. В принципе, так и получилось. Сначала был некий страх. У всех было много потерь. Ну, потом мы собрались, настраивали друг друга, поддерживали, подбадривали. Но в конце мы дожали, и в итоге у нас получилось победить. Ну, финал был на следующий день сразу, мы были уже немножко усталые. И противник, я так считаю, то, что посильнее нас. И поэтому, но мы все равно рады, что мы как бы второе место заняли и поедем дальше. Сборная не смогла вырвать победу у сильного соперника команды «Вулкан» Камчатский край, уступив им со счетом 73-50. Но по положению чемпионата команда, занявшая вторую ступеньку пьедестала, получает путевку в суперфинал 6-го этапа чемпионата. А это значит, сборная Мирнинского района заслужила возможность представлять Дальний Восток в городе Тольятти, который состоится уже в апреле этого года. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.